Добрый день, доброе утро, точнее, уважаемые коллеги. Тема моего доклада – храмы на горе, на горе Акуй, или Акуй-Наха, в селе Анха. Значит, гора Акуй, я сейчас как раз демонстрирую вам, абхазское название Акуй или Акуй, более позднее название Афонская гора, и поселок с одноименным названием Акуй расположен над городом Новый Афон. Сама гора тянется от Нового Афона на северо-восток до границы с село Гума и занимает территорию села Анха с юго-восточной стороны. Местами высота этой горы достигает более 1200 метров над уровнем моря. Вот как раз вы сейчас видите, вот она идет, эта гора в ту сторону, Анакопийская крепость, село Анха, сам Новый Афон. Дальше. Значит, здесь, сейчас, позвольте еще развернуться сюда. Сам храм расположен на краю горы Акуй, на высоте, вот здесь, на высоте 500 метров над уровнем моря. Дальше, попасть к месту расположения руин храма можно двумя путями. Пешим ходом от улицы Орлиное Гнездо, вот этот маршрут начинается здесь, в Новом Афоне, далее по горной тропе, около 1 часа ходьбы. Вот здесь вы через Орлиное Гнездо, далее подъем с этой стороны, и вот здесь вы поднимаетесь таким образом на эту гору. Второй маршрут, автотранспортный, единственное, транспорт должен быть высокой проходимости, по проселочной дороге, проходящей по северо-западному склону Анакопийской горы. Вот здесь этот маршрут начинается. Значит, огибаете эту гору. Вот, собственно говоря, то, что так называемая сушка. И далее, значит, вот эта фача. Здесь тоже стоит храм. И отсюда, значит, поднимаетесь вот сюда, на эту гору. Расстояние от Нового Афона до руин храма в Акуй составляет 8,5 километров. По руинам на горе Акуй можно определить, что это небольшой храм, очевидно, коробового типа с черепичным покрытием, найдено много фрагментов. Общие параметры руин храма составляют около 6 метров на 12. Более точные размеры мы можем получить только после расчистки стен храма от завалов. Стены местами сохранились в высоту 1,5 метра от современного уровня почвы. Вот сейчас как раз я вам это демонстрирую. В плане храм является вытянутым с запада на восток, с выступающей полукруглой апсидой и придвором, примыкающей к западной стороне. Вот как раз вы видите этот план, составленный мною. Значит, схема. Стены внутри выложены из небольших обработанных известняковых камней. Толщину стен из-за завала установить пока невозможно. Предварительно можно предположить, что они толщиной более 1 метра. Известковый раствор имеет сильную примесь песка. Внутренние размеры полукруглой алтарной апсиды составляют 2,6 и 1,5 и 2 в глубину. Вот сейчас вы видите алтарную часть как раз здесь. Размеры самого зала храма изнутри приблизительно 3 на 4 метра. Хорошо сохранились несколько рядов внутренней кладки северной и восточной стены центрального зала храма, и это позволяет точно измерить расстояние между ними. Вот эта стена, здесь вы видите, с северной стороны, и вот эта стена с южной стороны. Придвор квадратной формы, его размеры приблизительно 1 метр, меньше остального корпуса храма. Судя по всему, покрытая черепицей кровля храма рухнула, и с наружной стороны стен по всему периметру образовались достаточно высокие завалы. Вот вы видите вот такие завалы вокруг самого корпуса храма. Отсутствие высоких завалов внутри, вот здесь, центрального зала храма и апсиды, говорит о том, что их уже расчищали черные копатели. Теперь, русский археолог графиня Параскева Сергеевна Уварова
в своей работе «Христианские памятники», опубликованной в 1894 году, говоря о церкви, расположенной недалеко от Сухума в районе Беследского моста, на левом берегу реки Басла, сообщает следующее. Подобные же маленькие церкви, построенные из этого же материала и по такому же плану, мы нашли в некотором отдалении от церкви Симона Канонита в Новом Афоне, на высокой горной вершине в местности, называемой Анфа, и в нескольких верстах от селения Ишера среди лесистой местности, называемой Абгадзирх. Если сравнить план церкви в районе Беследского моста, вы его сейчас видите, который был опубликован самой Уваровой, значит, в 1894 году с планом известных храмов села Анфа, то становится очевидным, что в вышеприведенном сообщении речь идет о храме на горе Акуй. Подтверждением тому являются слова Уваровой, что храм в селе Анфа находится на высокой горной вершине. Действительно, из всех известных нам церквей села Анфа, храм на горе Акуй стоит на самой возвышенной точке 500 метров над уровнем моря. Вот как раз я привожу эти планы здесь для сравнения. К сожалению, каких-либо исторических сведений или сообщений о храме на горе Акуй в настоящее время не выявлено. Странно, что этот объект оказался вне поля зрения монахов Новоафонского монастыря, которые недалеко от этого места его расположения в конце XIX века выстроили ряд хозяйственных построек и узкоколейную железную дорогу. Значит, Стражев в своей работе «Руины Абхазии», опубликованной в 1925 году, ошибочно полагал, что в выше процитированном сообщении Уваровой речь идет о руинах храма в поселке Акачи. Дальше. Отсутствие каких-либо описаний этого храма и в советский период. Он не указан среди объектов историко-культурного значения, значит, в изданиях Пачуля, обозначенных на топографическом плане Нового Афона и села Анфа, составленный во второй половине XX века и хранящийся в фонде Абхазского государственного музея. Там этого объекта нет, как и нет в остальных каталогах. Руины храма на горе Акуй были заново обнаружены и идентифицированы во второй половине XX века художниками, краеведами, известными общественными деятелями Гиви Смыр и Русланом Пандари. Невозможно говорить о датировке храма, основываясь исключительно на архитектурном стиле, без проведения археологических раскопок и анализа сохранившегося скрепляющего раствора фрагментов черепицы и обломков керамической посуды. Значит, 24 сентября 2018 года экспедиция в составе, значит, вашего покорного судьи Руслана Пандария, Алхаса Аргун, Омара Трапш посетила вершину горы Акуй. Участники экспедиции ставили перед собой цель установить точное место расположения руин храма. Поиски были очень осложнены наличием в окрестностях дикой лесной растительности. Окончательно установить место расположения этого объекта помог единственный житель поселка Акуй Вячеслав Смыр. В ходе этой экспедиции были произведены предварительная расчистка руин от растительности, что позволило обмерить и осуществить фото- и видеосъемку храма. Кроме того, был обнаружен и изъят для проведения анализа небольшой фрагмент красной глиняной керамической кровли. 20 октября 1918 года, после получения соответствующего разрешения отдела археологии АБИГИ, силами сотрудников и прихожан Священной митрополии Абхазии под моим руководством была произведена полная расчистка руин храма на горе Акуй от дикой растительности. Вы сейчас видите, как это выглядело до расчистки, это октябрь 2018 года. Вот идет процесс расчистки этого объекта. Значит, участники расчистки на горе Акуй. И далее, в ходе расчистки на поверхности земли было обнаружено 15 обломков красноглиняной черепичной кровли. Дальше, 2 обломка тонкостной красноглиняной керамической посуды. Чтобы вы понимали, речь идет о том, что там ничего не копалось. Это все находится на поверхности. Дальше. А также была найдена интересная деталь основания на глиняной посуды, поливная керамика, как раз вы ее сейчас здесь видите. В честь кого был освящен храм на горе Акуй, при отсутствии исторических и археологических данных установить невозможно. С приходом во второй половине XIX века монахов
из Святой горы Афон Греции созданием именного Афонского монастыря в Абхазии. Гора Акуй стала именоваться Афонская гора. На вершине греческого Афона на высоте 2033 метра над уровнем моря стоит маленькая церковь в честь преображения Господня. Было бы логично совершить новое освящение храма на горе Акуй в честь преображения Господня. В будущем священная митрополия Абхазии планирует провести лабораторный анализ скрепляющего раствора, фрагментов черепицы и обломков керамической посуды из храма в Акуй. Каждый анализ стоит приблизительно $300. Провести археологические работы с привлечением специалистов. Третье. Закрепить и законсервировать сохранившиеся части храма. Четвертое. Создать деревянное ограждение вокруг объекта, там очень много скота. Значит, построить, пятое, легкое эко-здание из древесины и черепицы над руинами храма для последующего сохранения памятника. И шестое, установить вдоль автомобильной проселочной дороги от города Новый Афон до руин храма на горе Акуй дорожные указатели европейского стандарта. Вот в окончательном виде вы видите вот этот объект здесь. И мне очень хочется надеяться, завершая свой доклад, скажу, что хочется надеяться, что в ближайшие годы нам все-таки удастся вместе с абхазскими археологами провести здесь соответствующие археологические работы, поскольку, как мне кажется, под этими завалами, это предварительный анализ, под этими завалами есть очень много интересных деталей, в том числе архитектурных этого объекта. Благодарю за внимание. Спасибо за внимание. Очень интересный доклад. И дай Бог, чтобы все его пожелания осуществились. А что касается археологов, то мы не будем откладывать в долгий ящик. Значит, мы там поможем ему провести работы, а в остальном, в реставрационных работах, конечно, если не будет никаких там проволочек, как обычно, то тоже поможем. Мы будем стараться. А у кого есть вопросы? Пожалуйста, вопрос по желанию. Значит, что касается реставрации, возведения на разрушенных стенах, это практически невозможно. Почему? Потому что если храм имел бы устойчивое какое-то основание, оно бы сохранилось еще выше. Другое дело, значит, храм по форме своей, она компактная, маленькая, за исключением притвора, она должна быть достаточно раннего времени. Так, навскидку, поклад, если судить, то наверняка до 8 века. Но там поливная керамика есть. Ребята, я извиняюсь, значит, там может быть даже найдена последние монеты турецкого, значит, султана, но это ничего не говорит. Нет, ну мы пока не раскопали, вообще ничего не видим. Тем более, значит, это все, то, что найдено, это на поверхности. То, что найдено, это все на поверхности. Как раз это говорит о том, что последний этап функционирования храма как раз доходит до, возможно, поздневизантийского, раннетурецкого времени. Спасибо, я потом прокомментирую. Да, Игорь Иванович, слушаю вас. Ануха по-абхазски, насколько я понимаю, это святилище до христианского названия, а храм, церковь у нас по-абхазски Охана. Я поясню. Не является ли это признаком того, что до сооружения этого объекта здесь было еще традиционное древнеабхазское святилище? Спасибо. Значит, я начну, прокомментирую реплику Сурама Михайловича. Дело в том, что я никогда не берусь датировать что-либо, если на то нет соответствующих археологических материалов, либо, главным образом, исторических источников. Все это плюс-минус. Мы все прекрасно понимаем, что это может быть и средневековье, и позднее средневековье, и все остальное, да? Но все-таки, не имея археологических раскопок и не имея исторических описаний, я бы все-таки воздержался от датировок, потому что в свое время, в 60-х годах, вот так были сделаны датировки, ну, приблизительно, да, на взгляд, большинство объектов исторических абхазских, и потом все это перекочевало в разную литературу,
в том числе учебники, не имея при этом совершенно никакого археологического материала. Это первое. Второе, что касается названия Акуи и Аныха, да? Значит, я здесь оговариваюсь, я сейчас не стал зачитывать этот доклад, я не стал зачитывать научный аппарат, который дается к этому. Там, где мы встречаем, допустим, Лашпиндар Ныха, Кяч Ныха, Ахаш Ныха, да, Дедрбш Ныха, там, где мы встречаем именно храмы с таким названием, христианские храмы с таким названием, я сохраняю как встречающиеся уже в литературе до меня. Там, где впервые я его ввожу, я обозначаю, в данном случае обозначаю, что этот термин, наименование Акуй-Ныха, введено мною, переводится как церковь Акуй. Теперь, второе пояснение. В отношении термина Аныха, значит, Борис Жонов написал, Царство ему небесное, рано человек ушел, он написал замечательную статью о термине Анча, где рассматривается и этимология термина Аныха. Выводы, которые приходят, он в данном случае абсолютно с ним согласен, что этот термин, заимствованный из осетинского языка, означает собрание, потому что по-гречески церковь, тоже экклесия, означает собрание. Дальше. Мы имеем целый ряд совершенно однозначных свидетельств о том, что абхазы использовали в двух смыслах, помимо третьего, когда вы говорите о святилище, что является очень поздним. В двух смыслах. Один из ранних смыслов, который мы всегда находим, в том числе я приводил Дмитрия Гуля, это в значении икон, да, Аныха. Но этимология Дмитрия Гуля в плане расшифровки Аныха как изображение Бога, да, Ан Бог и Хат, Ныхат образ и так далее, оно сегодня не подтверждается нашим филологам, потому что приставка, не является, значит, корнем этого слова. Поэтому и второе значение совершенно однозначно. В значении именно храма выступает этот термин. Я сейчас не буду вдаваться в эту тему, это очень большая тема, но если потом будет интересно, могу сделать доклад на эту тему. Спасибо. Так, пожалуйста, вот вопрос еще. Полтинника. Яшина, обслуживает хуй бахет, Вайшихо, Аныхаква. Аныха это что алапсфера. А киритян пухама пауза. Аныха это что? Ва занацпи антихатараква, то есть языческий пантеон, языческий храм. Вот, а уёб Аныха это что? Уй якамку не юбанку, не юбанку, не хбахи. А зыпана. Хымпада апсу бзфияла нагалает термина Ныха, ахауи, ахар хорашал з юбани халозки алота юет ахар. Апсу ахчу ехар, аухамаз бухонахрова, Аныха хнит хвазо. Ва, аждара кыта ходи апсу бзфя бзили уханехо, а традиция бзили уханехо, яхровет. ها نخرج حسين جبوه نخرج حيزيد نحروه جبوه نخرج واو خما جاز خما ده شجره خا خو قوي وخما يخات حلا قوي سلام خالق وجي وسخاوي قويت وي ابخا وخما عليت اشتخ نشيت نحرت وسخي نخلص علوت خمفده وسخي نخلص علوت اخا او خما كالان زابس ونحرت حما زمس حزحزوم هاي جلند كوا هاي شرجة ينادد لقان سان شيء عن نفسه أو يمكن سوي عن نفسه زقوي هذا سويانا قد أنخا ما ويابس في سالتوه في دولار سويت إساس ويجانا يزدروا أخا ياشنا يحد حكلاس أبسو بس في يد نكلاس التربية أنخا أخذته تكلاس عشان يشياشوا يد حلوب أكريسان نعرف كوابس نقول يلا جانزة يقول بس ويانا قلت ويا الركرة تورخ لقي أوابسا يابسوي يعني يقول ترى حيا نيتنا يعود أوابس نشتي يوبسم هتبخذ خوي نخنيوب هايجلو خوي يوبسم نخنيوب بس إحنا وي يا ونكون نرت بعنا صلوا بنوتي ستام زات يتجي ساعدو وسوب خم بدا يفتح سجام قلوا أخذ شيء ساعدو كوبي رختا
Ашьҭахь ихьшәаны иҟалеит ҳәагьы ҳәарагьы макьана ашьапы ӷәӷәаниамазым бора иџьыку рыцҳа иԥсаҭа бзиахаз ииҳәоз шиашагьы хымԥада иааго акоуп иҳадаҳкылаз ҳабызшәа дакуаз акоуп ԥсаҭа бзиа. Зураб Джихова докладывает из окна, Чурсин из окна. Убыс извейтит Чурсин материал, пишет на газе Гитежден, я харходзон из Игуптажной Заполы, из Тенжинзе Жашуксаха. Чурсин янцанто этнография янцанто по отношению убрал бысилу. Апсуа нахас тапсир хедзос, ацке Георгий мамзарги аэт псушулухозер и псыбы мощью шулухозер и хопас атыпкума ехид захат холос атыпкуропха Чурсин арезвейту. Срубрезгвамта от цара салабешти яха еще пухойт а вапскор он где Вастерджан абнцет бухаз Аркадий Зицбухаз резидент гартука хаусчу и хараз яхидил гартукул дома нахрома из тхулум Вастерджан. Вастерджан зихзу святой Георгий. Уезжана. Вы бзиу, харади бзиу, псарама пацвискзо. А жука кирсян рaqalan захарама ину вахгуз рацоба дин хазар. Усуми хахат гелан. Абрейцы Аркадий Варачук что сяугита чендара ерпшаз. А жук пиапшеме и кирсяным зипсалманым зихаз ويشغل شخص زواتي قدام كيكو أخا ويقول تسكت عن سالس تبريبانا خلوص حوري سب شحاتو أجيزي جاحو يخنا خيات حلو ويزي جايت نغرافي فولكلوريستيكي زيش كي شاشو بسخوش بيرولك زين يتشياز يشكدو زوب يخيو جران زي حمد زر يبشانا المرتات رحنا حالي زحفو ما انشارة شخص رحنا زحفو يابحو الدولار يخيو جران زي بشانا حمد زر ويش أحرف الله مخنوق هو يقولن راشنوق هو يقولن يخبروا يقولن حقوي أرخيولوجيا يعني بشو أنزامتنا حمزو ويحملنا أجهزة تيوري بيرشو زدلو تمام Кто цалwas? Жиракара нума аныха ха абреа пье. Сара анхасам кот. Сара робига анхас ското. Сара абри исмахатсыз аныха ха альфа. Ажра авахама ха бре урезуко авахама ха незеру. Априя авабра айберден хон смыр бокалаха умасден хон пхуск бокалавза исбаушдаха йирхоз авахамаха кони йширхоз шараныха исмахай ама алеген дқан ус ажритон абра инорфон яха басипш Apert yaha basipsha before we saw him and I look at because there was aha aja nukha hey sis И там свободе я что написал эту тему Ажа Ухама Агерша он я газу Харпора и каналы без Ажа Ухама Зеж, Жушукса, Яжап, Жушуксала, Гамда Зухана, Убрезов, Апсу, вообще, Демини, Блует, Налагна, Айтагракунова, Зны Классирхейт, Знанахартархейт, Знанахархейт, Зна, Аухамархейт, вы, а филологию лучше, вы, Юбан, Шаши Шу, Акаркан, Хапу, Абрисец Боксхаз, Ардилар Тахана, Абрисец Боксхаз, Ардилар Тахана, Юбоби, Ютуб, и Хейт Цаам. Органга асабла юбанасаки сзнейхи аха уи яхау жранза ярыйкъадзы махчажарыгы анцамтик сынзейкъадзы ербадзама карташу археология карта убартайка тыпка убартыркуна исаду яхучта табу Нет вопросов. Нам остается только поблагодарить
еще обратно и удивят. Спасибо. Это был... Следующий доклад Хорошо, если я могу. связан с